17% превратились в что-то типа 71%. Это фантастика, смотри просто. Каждый второй удар сейчас будет. Каждый второй удар, на самом деле. Баш, да. Раз. Просто затыкал Морфинга. Да. Учитывая, что эти баши длятся очень долго, Морфинг просто не мог выйти из этого. Хайлайты у нас хороши, да, потому что мы теперь видим, что происходит в самой Ки-арене, как люди видят это. Ну, здесь Лину надо было моментально добивать. Да. Я не знаю, почему просветки не было, потому что Лина тут очень много сделала. Она и не дала Сларку потом вернуться в драку опять с фулл хп и добить Она всех. его просто убила, да. Сларка на большом ранже вот просто перед смертью шваркнул. А в Сларка добил его, так бы Сларк убежал. Как это круто в арене смотрится! Мы Великолепно. сначала договорим, собственно, про моменты. Да, такое не до конца доработано еще, конечно, но круто. Но, да, это действительно красиво. Ну, в общем, очень сильно фиданул Марч в самом начале игры. То есть Хао у нас имел на 7-й минуте... Вот к этому, последний момент, просто посмотрим, что к этому моменту огромный вопрос, потому что куда вообще уже шли здесь MVP, непонятно. Они уже сильно проигрывали, но как бы шило в одном месте, не позволяло им просто попробовать. Смотри, Лина, смотри, на, Пулеметчица. Да, просто Анка стоит, пулеметчица. просто стоит и ломает людей. И на нее как-то не обращали внимания, вначале думали, надо убивать, пытаться других, но это они зря, наверное, так опрометчиво, потому что очень много дэмэджа. Тут есть файт рекап посмотреть, наверное, она нормально дэмэджа нанесла. Да, ну тут это еще более-менее, тут как-то как будто бы MVP дрались, но им не хватило чуть-чуть. На самом деле в этой стадии игры им стоило захалдиться, попробовать на Сларке выформить Абиссал какой-то, может быть, еще пару слотов. На МКБшку уже надо было фармить, наверное, потому что Морф уже рашил Баттерфляй. Ну да, чисто теоретически в лейте могли еще посражаться они, но они так не умеют. Они не умеют выходить в лейт, они могут только идти и драться. Получится или нет, это уже другой вопрос. Тут не получилось. Мы много, кстати, говорили на этом турнире о том, что плод вот выхода в лейт и драки вот в более поздней части игры это для более опытных команд. MVP команда вроде бы с хорошим скиллом, но она молодая, и у них порой не хватает просто элементарно знания, что делать вот в такой ситуации после определенной они минуты. в этой игре, да, мы когда время игры обсуждали, я сказал, что в принципе они никогда не вели. У них был хороший момент, у них реально были хорошие моменты, когда у них там был момент где-то минуте на 15, я не помню какой точно, когда у них Сларк взял ДД, убил троих, он получил блинк, он получил Мидас, и начали халдиться ребята из Вичи, и ему дают просто возможность, давай, братан, развивайся, покупай быстрый башер, выходи, не знаю, в скаде, во что бы ты там ни выходил, ну, то есть пытайся. Вот ты смотри, ну вот. Они довольны, да, недовольны. Просто вот касательно вот этого Сларка, ну стоило ли ему вообще идти в мид и брать Мидас? Нет. Тут, конечно, огромный вопрос к команде MVP. Кьо мидер, это понятно, но любая уважающаяся сильная команда, она имеет возможность свапнуть своего мидера с кэрри. Потому что иногда бывают такие моменты, что вот да, на Сларке играет Кьо, и ему бы пойти в легкую. А любой кэрри, он должен уметь стоять в миде. Хотя бы, может быть, не так круто, как именно его мидер, но хоть на каком-то уровне. Видимо, Феникс, вот, KPI, он совершенно не умеет, что ли, ну, я не знаю, потому что это плохая затея стоять с Сларком в миде. Потому что Лина, мы видим, как бы она имеет ГПМ, там просто 6 сотен, и закончила игру с очень хорошими айтемами. Ну, когда ты стоишь против Сларка Линой, само собой, у тебя все будет просто в шоколаде. И опять же, этот Мидас, который, делает игру такой не особо мобильной, не особо можно воевать. Если Лина там может прийти загангать и эффективность будет высокая, то Сларк, если будет гангать с Мидасом своим, эффективность будет такая себе. Окей, ну что ж, по поводу результата этой игры. У нас на хотя бы одну победу для Вичи Гейминг, если не ошибаюсь, ставил Смайл, потому что ты говорил 2-1 в пользу MVP. У нас ставили зрители, потому что зрители большей частью согласились именно с тобой, кстати, Серег. 2-1. В пользу MVP. Да, в пользу MVP. Вот любят наши люди. И также, собственно, попадают также НС и Версута, потому что они пророчили победу Вичи. Пока что для них все идет хорошо. Комментатор. А ты комментатор. 2 балла за это, собственно, за это противостояние Best of 3. Ты уже не заработаешь в копилку комментатора. Очень жаль. Комментаторы, простите меня, я больше вот, не буду. для нас, для тех, кто верил в победу MVP Phoenix, и для тех, кто, как бы, и зрители тоже 2-1 верили в победу MVP Phoenix, что этой команде теперь надо предпринять? Сейчас увидишь. Ты видел их улыбки, когда они выходили? Я видел их улыбки. С туалетной паузы маленькой, да, между этими. Они сейчас такого напикают, я уверен. По-моему, эти пацаны уже в восторге от того, что они в топ-8.
8. И вот то, когда команда проигрывает первый год, ты посмотри на них, они довольно как слоны. Чуть-чуть не хватило. Да, Чуть-чуть. Вот чуть-чуть. следующую каточку сейчас точно Как завезем. пишет Каспер, у него новая фишка, он уже забыл про барак. У него уже, было бы БКБ, как он пишет сейчас, но было бы там БКБ, у Сларка было бы лучше. Суть в том, что я уверен, что они сейчас будут брать какую-то полную рвань, вот прям полнейшую рвань. Сейчас будет что-то такое сногсшибающее. Ну, типа, надо уходить красиво. А вдруг получится? Герой с БКБ Владимиром бьет рейнджовый барак. Это счастье Каспера. Это Каспер счастье просто... вообще. Это наш... Каспер, это кстати, наш- сразу. И еще Это наш с дзен. золотой имморталкой обязательно, потому что без этого никак. Нет, давай Шмоточки без вот должны. этой шмоточки. Это уже... Ну, мы же уже про лишнее. Каспера говорим, правильно? Модник. Не, Владмирс это моя фишка. Да, кстати, мы вообще ничего, ни слова не сказали про Рубика. Про Рубика, который в одной из драк украл Блинк, Скрим, Паунс и ульт Квапы просто за одну драку. И это все вкастовал за 4 секунды. То есть Среди всего Паунс, я считаю, Топовый, лучший. самый топовый классный. для- он догонял. Нет, так он реально догонял. Он сначала украл Блинк Квапы, догнал, крикнул на нее. У него возле нее был Сларк, он украл Паунс. Паунс он дальше прыгнул, украл ульт, добил Квапу этим же ультом. То есть царь, бог, FY. Тигр. Тигр. Рубик Тигр, отыгрывал монстр. хорошо. И вот мне показалось, что в паре моментов просто слишком переоценивал себя Сларк, потому что думал, вот не хватит дэмэджа, чтобы меня убить, я выживу, я уйду. Но именно за счет ворованных спелов Рубика его накрывали несколько раз подряд. Там и ворованный скилл Рубика, ему просто, как он видел, Лина его как видела, сразу он давал ему лагуну, ему приходилось тратить ульту свою, а без ульты он уже, если он ее рано очень потратил, он становится менее сильным. Конечно, то есть... окей, в этом по пикам мы говорим, что они напикают полностью Я сумасшедшее говорю. что-то. Ты говоришь. Согласны ли с этим остальные аналитики С у нас за этим комментатором, столом? согласны? Да, они могут что-то потестить, как обычно, но у них только просто для теста одна страта есть. Они ее закрепляют обычно. Это Bristleback и Виспы, плюс к этому что-то допикивается. Но из-за того, что Виспа банят, я думаю, продолжат банить это Вичи Гейминг, то я думаю, что-то нового они не придумают. Потому что они играют, у них ограниченный пул героев, они играют практически одним и тем же всегда. Хорошо, НС. Он ты не Найт веришь- может заехать, вот. НС, ты веришь в победу именно Вичи. Что они должны продолжать делать так, или что они должны пикать? Ну, Варлока это могут MVP MVP, я начать имею в делать, виду. да. Вичин не нужно ничего придумывать, им нужно играть точно так же, как они только что сыграли. То есть взять просто стабильный пик. У Вича огромный пул героев, так как это все-таки, как ни крути, одна из самых сильных команд и один из претендентов на победу все еще. У них очень большой пул стратегий и героев. Они, то есть, могут подобрать это под любую ситуацию. Нужно просто взять то, чем можно отбиваться от агрессии MVP, я думаю. Окей, пик начался. На самом деле нам его просто немножко поздно показали. Вот, мы видим, что Вичи Гейминг забанили против MVP Феникс Виспа. Взяли Лину. И Бонки. Ну а Ничего MVP не Феникс продолжает вход в 100% пикабанов до сих пор по общим числам турнира. Герокоптер в бане и там был, если не ошибаюсь, Лешрак в Лешрак. бане. То же самое. Ты кстати. должен знать, почему вторую игру подряд MVP Феникс играет за Radiant, у них второй пик. Ну смотри, перед каждой игрой в команды флипают, перед первой игрой, точнее, флипается коин, прям в лобби, кстати, это сейчас можно сделать. И команда, которая его выигрывает, она выбирает право на что-то, либо на пик, либо на сторону. То есть, например, на первой карте Вичи Гейминг выбрали first pick, а, собственно, MVP Феникс выбрали Radiant, ну, или Dire, что угодно. На второй карте выбор принадлежит другой команде, то есть MVP Феникс. Но MVP Феникс могли выбрать точно так же Radiant. Понятно. А Вичи Гейминг выбирает... Кстати, была у нас одна команда, Ян там писал в этих, есть команда Ихом, которая выбирает второй пик. Ну, удобнее им так играть. У каждой команды свой распик, драфт. Да. Нет, ну, Clockwork, Witch Doctor, MVP все-таки будут пытаться сыграть серьезно. Но опять-таки это такая команда, у которой, ну, я не думаю, что особо Ну, много честно, каких-то я голострат. бы им советовал для победы, вот, что бы я посоветовал MVP, чтобы победить. Я бы советовал взять SF для QO и сыграть на него всей командой. Вот это реально может сработать против команды Вичи Гейминг, на мой взгляд. Да, он могет. Либо Эмбера. Но Эмбер, скорее всего, будет в бане во второй стадии. Нет, сейчас. SF, именно SF. Не надо никаких Эмберов. это Эмбер всё- такой Темпларка. ситуативный дядя.
Темпларка тоже ну, это средний. Ну, это зависит сильно от пика. Вот против того пика, что сейчас есть уже у Вичи Гейминг, то есть Лина Шейкер, в принципе, Темпларка, да, но она вот уже в бане, это и Вичи тоже, сейчас понимаешь. Эмбер будет Это в жаль, бане. да. Вообще Темпларочка в принципе очень крутая. Эмбер или SF сейчас в бан тоже улетит от Вичи. О, возможно. Скорее всего. Ну, я бы на их месте не банил, Сларка не особо Эмбер впечатлен. может улететь в бан, если Вичи захотят Лансера себе взять. С Эмбером нужно пикать еще второго героя, который будет очень сильно танчить. Лучше пикнуть SF, который сам будет танчить и сам будет дамажить. А на него уже вот есть два героя, которые его прикрывают. Это Глокверк Да. и Хилл, То есть ты хочешь именно такого, как там Жека говорил, Glass Cannon, да, SF. Не, Мы он- на самом деле его видели вчера. Он не Glass Cannon, он одновременно и танкует, и дамажит, и все делает. SF это универсальный герой. Почему его некоторые команды Только не сильные? дизейблит. Только не дизейблит, но поэтому ему покупают иногда что-то типа Саши Яши Скади, и он еще и типа дизейблит начинает замедлять и как в соло уже расправляться. MVP Феник как раз к нему допикивали Джиггернаута, и вот еще под палкой он стоял неубиваемый был. Как раз кидали на него бафы, все вот эти солар-кресты, стояла палки, хиляли его. Меки, Владимир, да. Да. Владимир собирали, чтобы он отжирался. Но правда против Кэрри Лины, которая соломит Лина одновременно, это уже не так здорово работает, потому что, конечно, это лагуна, которая сразу полстолба отрывает, Ну, это ты очень неприятно. сразу юзаешь стик, сразу юзаешь меку, у тебя, в принципе, полстолба обратно выходит, ты под палкой стоишь, еще дальше регенишься, все, Ну, дальнейший фокус. Убить могут, просто в прокаст в этом смысл. Могут. Что одно дело, когда у врагов много физики, ты кидаешь соло-крестовую медальку на своего SF, там еще что-то, у него там 45 армора. Другое дело, когда много магии, его могут просто взорвать и вообще ничего не Тоже дать могут. нажать. Фениксам нужно будет придумывать какого-то себе мидера, которому, во-первых, нужно как-то отстоять против Лины, ну, с большой вероятностью, и плюс еще Шейкер будет очень напрягать. Это, ну, точно не Сларк, я надеюсь. Да и там. SF изи стоит точнее. SF, Не, ну, SF, SF за сложно. Radiant. А если Шейкер будет приходить напрягать, нужна Да не, какая-то всегда Туск толпа будет. в тогда. бане и вот Варлок. SF проигрывает, конечно, линию, именно один в один, просто стоя на ней, но это же Radiant, лесок там есть, все можно наверстать очень быстро. Ну да. Варлок, Так пожалуйста. всегда возвращает SF в игру, это вот самое большое Неужели преимущество. VP ни разу за турнир не возьмут сигнатурочку свою, историческую сигнатурочку? Ну, Варлок не работает тут без Виспа Бристлбека. Это вот как раз герой, которым подходил к этим героям очень сильно. И прям синергия была. Они шли вперед, там был Дазл и Панда, по-моему, обычно. И вот у тебя вот это все летело, Бристлбека не пробьешь, нужно кого-то фокусить, а тут Панда, ты уже летаешь, что ты голем банды, еще замедление Варлока. Страшный, мы страшный тут пик, на пока самом деле. ходили в арену, там вы слухи никакие не слышали, потому что тут весь твиттер просто горит тем, что Valve подготовили что-то невероятное на шоу-матч, в частности, Питлорда. Это и еще что-то там супер. Ну, ты знаешь, есть еще один герой, называют тут Аркварден. Аркварден. Про Петлорда это все говорят, а Аркварден нет. Даже Да, никто не если знает, честно, что ну он делает. выпустят Аркварда, все будет пофиг, а Питлорд хоть я буду доволен. Кому будет пофиг? Мне пофиг. Я вот Я скажу честно, я понятия не имею, что это за герой. Я записывал гайдик, посмотри. По Арквардену? Питлорд. Не, я про пока. Аркварден. Питлорд да, это я мой тоже любимый герой. Бегал такой гнол. Это гнол, да, который типа вот этот уменьшенный из первой доты лесной крик, Да, только да, увеличенный. да, Все, да, я да. понял. я понял. Аркварден. Уменьшенный, только увеличенный. Аркварден Да, ну, который, это который маленький, но он комментатор. великий, но он великий, да, я все понял. Аркварден это уникальный герой, который может юзать предметы со своей иллюзией. Все, я вспомнил, да, но я все равно не хорошо Ох, знаю. багов Протяжение чувствую, 20 будет. секунд. Да, Великолепно. вместе с Ораклом и с Air Spirit куда-то в отдельную доту их. Ну, Оракла уже пофиксили. он не настолько сильный, как земляной спирит, например, но да. У них вырисовывается команда Как как раз. минимум он неприятный, потому что у него есть скилл, он и скиллы может с иллюзией юзать, и скилл ты дает стопроцентную Дота evasion на 5 секунд зданием. Дает он его. То есть это как глиф, и можно их два юзать. С И кулдауном Valve 40 будут продавать этих героев. Queen of Pain у нас третьим пиком залетает, опять-таки для VP Phoenix, для Долго, для долго. KPI или Кфэни. Долго думали они над этим пиком. Ну ничего не В итоге придумали. ничего не если честно. придумали, да. Долго. Как вы считаете, не ошибка ли это? Если То есть бегать по